прием руководителей и их команд по программе «Школа лидеров СПО» по 4 направлениям. И к нашей радости наши образовательные учреждения попали на эти бесплатные курсы повышения квалификации и прошли обучение. Да? Мы знаем, что у нас система среднего профобразования развивается, и перед ней ставятся новые задачи, и, соответственно, у нас руководство колледжей техникумов должно быть настроено на новый лад работы, на проектное мышление и управление образовательной деятельностью. Да? Поэтому вот сегодня будут уже выпускные работы, проекты наших директоров и их заместителей. Так? Мы рады будем послушать и узнать, действительно ли будут эти проекты реализовываться и каким образом в самих образовательных учреждениях. А вначале у нас будет выступление Ольги Александровны. В этом году проводится в очередной раз большое мероприятие, Международный Московский салон образования, где презентована новая стратегия развития системы образования всей Российской Федерации до 1935 года. Она называется «12 решений для нового образования». И в рамках этих направлений, в этом году была выстроена линейка мероприятий этого Московского международного образовательного салона. Одной из самых ключевых позиций было первый день, по-моему, это посвящено, все мероприятия были посвящены среднему профессиональному образованию, и как раз наши представители, выезжали небольшой делегации, в Москву для участия в этом мероприятии, и как раз, Ольга Александровна нас осветит, по данному мероприятию, самые интересные события, что мы ждем, какие у нас, будут перспективы развития. Передаю слово Ольге Александровне. Туда-сюда. Здесь справляется. Всем добрый день. И так как Мигуна Афанасьевна сказала, с 18 по 21 апреля в Москве проходил Международный салон образования. И 2 дня, 18 и 19 апреля, было полностью посвящены развитию системы среднего профессионального образования, как сказала Мигуна Афанасьевна, до 1935 года. В рамках за все эти 2 дня проходило множество панельных дискуссий и круглых столов с утра и до вечера. Поэтому я, конечно, не смогу сейчас осветить всем, но я для себя выбрала главное и постараюсь вам донести те точки зрения, те дебаты, те высказывания, которые проходили на этих панельных дискуссиях и круглых столах. Сразу же говорю, что здесь я не выражаю, когда я буду передавать эту информацию, я не выражаю свое собственное мнение. Я попытаюсь донести вам то, что говорилось и какие мнения высказывались на протяжении этих панельных дискуссий. Итак, одна из ключевых панельных дискуссий, которая проходила, она называлась «Стратегия профессионального образования. Опережающая подготовка рабочих кадров». Для формирования современных инструментов обучения и запуска процессов опережающей подготовки кадров в государственном, корпоративном и неформальном секторах профессионального образования необходимо вырабатывать модель и основные сценарии взаимодействия образования, бизнеса и государства. Модератором выступал Овчинников Алексей Юрьевич, начальник Центра развития профобразования Московский политех. В стране в настоящее время примерно 4000 колледжей. Выступающие на площадке спикеры пытались определить вектора развития профобразования на последующие 5-6 лет. Выступление Потехиной Ирины Петровны, замминистра образования и науки Российской Федерации. Она говорит о 2 разрывах, которые стоят перед системой среднего профессионального образования в настоящее время. И они стоят очень остро. Первая задача – это, конечно, воспитательная и социальная. Вторая – это подготовка кадров для экономики. В чем она видит разрывы? Разрыв первый – быстро подготовить хорошие кадры. Специалисты для экономики невозможно. Разрыв второй
Часть ребят должны соответствовать стандартам ВСР, но в то же время предприятиям нужны массовые рабочие профессии, соответствующие уровню развития предприятия на сегодняшний день. Таких предприятий в настоящее время в стране большинство. Какой напрашивается вывод? Разрыв между ситуацией работодателей и средним профессиональным образованием на сегодняшний день сохраняется. Ирина Петровна выделяет 3 формы взаимодействия с работодателями. Когда предприятие взаимодействует с государственными образовательными учреждениями, когда предприятие имеет свой частный колледж и сами готовят себе кадры. И третье, и такие, к сожалению, еще есть, когда предприятиям все равно, каких специалистов мы им предлагаем, с такими они и работают. Уразов Роберт Наилевич, руководитель Союза «Молодые профессионалы». Какие видит он проблемы или разрывы по этому вопросу? Первый разрыв – это социальная проблема. Нам приходится учить любых студентов и любых отправлять на производство. Разрыв второй – быстрый рост технического прогресса на производстве. Нужно за ним успевать. Разрыв третий – управленческая проблема. Очень быстро и гибко нужно внедрять и менять стандарты, то есть смотреть вперед. При этом он выделяет 4 столпа или 4 слагаемых успеха. Они всем известны. Первое. Больше работать со студентами, работать серьезно с педагогами, совершенствование материально-технической базы и повышение квалификации управленцев, то есть работа с нами, с директорами, с управленцами. Он говорит, вот буквально цитата: «Нам не нужно бояться и делать свою модель. Если мы не предлагаем новые модели, то мы уже проиграли. В то же время никакой единой модели не будет. Модели будут разные, поэтому будем набивать себе шишки. Экспериментируйте, предлагайте». Неумывакин Виктор Сергеевич, руководитель управления реализации государственной политики в сфере образования города Москвы. Он говорит, что колледж – это не только подготовка и обучение студентов, а это центры работы со школами. То есть очень большое внимание он уделяет развитию профориентации, а также обучение взрослых, занятых или не занятых взрослого населения. Формы могут быть разные. И они нам также известны. Это кружки профессиональной направленности, курсы профессионального мастерства, кружки, вот интересный опыт, и мы немножко, но уже начинаем в этом направлении у нас здесь работать, это кружки чемпионов СССР, которые сейчас идут по всей России. Это Future Skills, обучение взрослых. Также развитие внебюджетной деятельности, создание внебюджетных благотворительных фондов, а также научиться работать в стартапах. Несколько совещаний в 2016 году в нашем министерстве у нас было как раз вот по этой тематике, по стартапам. Поэтому я думаю, что некоторые уже профессиональные образовательные учреждения уже заинтересованы и уже начинают работать в этом вопросе. Одна из панельных дискуссий была система подготовки кадров на перекрестке эпох. Модератором выступала Черноскутова Ирина Анатольевна, директор департамента госполитики в сфере подготовки рабочих кадров Минобра России, а также Ельцова Любовь Юрьевна, замминистра Минтруда России. В ходе дискуссии обсуждались направления развития национальной системы квалификации, современные требования к результатам освоения профессиональных образовательных программ, механизмов устранения барьеров между рынком труда и системой образования. Проблема здесь рассматривалась с точки зрения работодателей. Попытались определить, что же сделано за этот год. Считается, что разработаны новые инструменты оценки качества подготовки кадров со стороны работодателей. Создано 1134 профессионального стандарта. Объединение работодателей окрепли. Образуются ЦОКи. Некоторые ЦОКи, особенно крупные, были представлены в ходе совещания. Однако работа по оценке квалификации все-таки в самом начале. Разработан справочник востребованных и перспективных профессий. Что же сделано это со стороны работодателей?
что уже сделано, считается, со стороны профессиональных образовательных учреждений. Проведена работа, ну или работают по пересмотру кадровой политики. Считается, что средний возраст педагогов вот за последние годы, когда мы уже вступили в чемпионское движение, он значительно омолодился. В колледже пришли специалисты в производство. Внедряются новые инструменты подготовки кадров. Внедряется демонстрационный экзамен. Какие же по этому вопросу определились проблемы? Они были названы. Проблема – это первое. Выбран более длинный путь, несмотря на то, что это вот как раз противоречие между зарубежными, будем так говорить, странами и Россией. Нами пока еще выбран более длинный путь подготовки кадров, в то время как Минтруд заинтересован в краткосрочных курсах повышения квалификации и вообще в краткосрочном обучении. Только 500 колледжей стали МФЦ-ПК, а именно они в большей степени работают по краткосрочным программам. Подготовка профориентированных специалистов – это очень затратно. Очень медленно внедряется дуальное обучение. Меня, например, эта цифра удивила. Всего, оказывается, 8% по стране внедряют в профессиональных образовательных учреждениях дуальное обучение. Руководители профессиональных образовательных учреждений не владеют стратегическим, то есть управленческим менеджментом. Высокие требования образовательных стандартов противоречат требованиям профессиональных стандартов. При этом качество подготовки не улучшается. Это буквально Роберт Уразов выступал по этому вопросу. Какие же определяют по системе подготовки кадров совместно с работодателями перспективы? Приказ по обновлению перечня профессий будет оптимизирован, возможно, в сторону укрупнения профессий и специальностей. В колледжах будет внедряться модульно-компетентностный подход к обучению. Демонстрационные экзамены необходимо распространить на все профессии и специальности, не только по ТОП-50, которые. Дуальная система подготовки должна развиваться по сетевому методу. Должна быть создана ситуация, при которой профессиональные стандарты будут работать сразу. Ну, вот там присутствовал как раз свой опыт, предлагал Союз машиностроителей России, где создан уже и действует Совет по профессиональным квалификациям, создано 6 СОКов, которые созданы, конечно же, на крупных предприятиях. Например, за этот год они говорили, что у них аттестовано там 173 эксперта, налажена профессиональная образовательная аккредитация и так далее. То есть этот вопрос действительно уже сейчас в некоторых регионах рассматривается очень серьезно. Также, одна из панельных дискуссий была на тему современные требования работодателей к качеству подготовки кадров. Ну, данная сессия была посвящена инструментам оценки качества подготовки кадров, которые используют работодатели. Я просто их перечислю. Это профессионально-общественная аккредитация профессионально-общественных программ, независимая оценка квалификации, проводимой в рамках государственной итоговой аттестации, зарубежным и российским практикам, оценки квалификации, получаемые на рабочем месте, а также перспективы взаимодействия, признания их результатов. Модераторами здесь выступала Ельцова Любовь Юрьевна, замминистра Минтруда. Одной из интересных панельных дискуссий, круглых столов, очень-очень много там присутствовало, руководителей. Это была панельная дискуссия, называлась она «Межрегиональные центры компетенции. Модели формирования эффективных систем подготовки кадров». Здесь модераторами были Сафронов Глеб Валерьевич, руководитель отдела разработок системного обеспечения качества профессионального образования Национального фонда подготовки кадров, и Картошкин Сергей Александрович, замдиректора Департамента государственной политики в сфере подготовки кадров ДПО Минобра России.
Прежде чем перейти к основной теме, Сергей Александрович обозначил риски, которые в настоящее время стоят перед системой профессионального образования. Какие риски он называет? Выпуск специалистов низкой квалификации, которые не могут устроиться по специальности. Линейку дополнительных образовательных услуг, повышение квалификации планомерно и целенаправленно захватывает рынок, то есть производство, предприятия. Не решается вопрос, сколько выпускников профессиональных образовательных учреждений могут взять на работу предприятия без опыта работы, то есть сразу со школьной скамьи. Требование квалификации выпускников возрастает. Это предлагает принятие огромных усилий для создания и модернизации материально-технической базы профессионально-образовательных учреждений. Было сказано, что для всех профессионально-образовательных учреждений эта задача практически нерешаемая. Денег на всех не хватит. Какой же напрашивается вывод? Развивать сетевое взаимодействие. Мышление руководителей должно быть государственное. Это заключение договоров сетевого взаимодействия, обмен кадрами между профессиональными образовательными учреждениями, обмен студентами, обмен площадками, интеграция планов обучения и единая информационная среда и, конечно же, распространение опыта или перенятие опыта регионов, а также международного опыта. Ну, лейтмотив такой, что колледж – это не моя вотчина. Нам доверили деньги и оборудование, и основные средства в оперативное управление. Мышление должно быть сетевое. Здесь же на этой площадке прозвучало: мы в настоящее время сейчас являемся ФИПом, и вот здесь как раз был наш первый отчет, на который я и ездила, какая работа была проделана за вот это вот время, с января месяца, январь, февраль, март. Значит, нам были даны ориентиры и указания, как будет проходить. Сейчас начинается практически еженедельный отчет по работе по мероприятиям построения финансов по ФИП. Значит, и было сказано о проверках счетной палаты, которые начинаются уже после первого полугодия, когда совершится первое полугодие по федеральной площадке. Тем не менее, была дана такая еще информация. Объявлен федеральный конкурс на 1 миллиард 400 миллионов рублей. Сейчас нужно уже смотреть это в сети, и в нем имеют право принимать участие профессиональные образовательные учреждения, но те, которые не заявились как федеральные вот на том конкурсе, в котором мы участвуем. Поэтому вот мы не можем участвовать, но информация для других учебных заведений, оказывается, если это возможно, участвовать и выиграть этот конкурс в какой-то своей доле. Поэтому следите, пожалуйста, за объявлениями Министерства образования и науки Российской Федерации. Значит, вот интересная очень, на мой взгляд, была панельная дискуссия «Постиндустриальное общество будущее» или «Индустрия будущее и прикладные модели». Модернизатором выступала Золотарева Наталья Михайловна, проректор, она сейчас проректором работает в одном из московских вузов. О чем здесь говорилось? Россия вместе с ведущими странами мира решает задачу серьезной модернизации системы образования и профессиональной подготовки. Сохраняющиеся элементы индустриальной модели образования входят в противоречие с новым общественным укладом и динамично меняющейся ситуацией на рынке труда. Большое внимание на круглом столе было отведено тому, что назревает ситуация, когда ряд профессионально-образовательных учреждений и предприятий отказываются и от ФГОСТов, то есть от федеральных стандартов, и от профессиональных стандартов. Ключевое понятие в данной ситуации – это multi-skills. Это конкретный подбор навыков к конкретному рабочему месту. Студент может и должен обладать 5-10 компетенциями. Короткие модули в образовательных программах – это то, что нужно в настоящее время работодателям. В настоящее время формируется заказ рынка. Профессиональная подготовка должна быть короткой и недорогой. В стране практически исчез институт пожизненного найма. Ключевое слово в настоящее время, вот в настоящем здесь контексте, полифункциональность. Роберт Уразов выступает.
Чтобы работник был конкурентоспособным, нужно студенту, будущему работнику, дать как можно больше модулей, скиллсов, даже и не профильных, то есть не по той профессии рабочей или специальности, по которой он учится. Выиграет тот, кто предложит наиболее интересный механизм и обучения, и общения. Больше ничего не нужно. Все остальное отойдет на второй план. Все остальные отойдут на второй план, будут посредниками. С этим придется не только мириться, с этим придется работать. Носителем компетенции должен быть педагогом, но он должен сам учиться. Природа педагогической деятельности трансформируется. Педагоги должны обрасти модулями, скиллсами. Это должны быть другие люди. Подход к обучению будет, скорее всего, индивидуальный. Здесь очень интересно тоже рассказывали, какие должны быть лекции, что они вообще не должны быть лекции как таковые, они должны быть игровые, это должно быть интерактивное кино, компьютерные какие-то ситуации и так далее. То есть вот опыт был представлен очень интересный. Вот один приведу, например, подготовка портных в Китае. Как у них ведется подготовка портных? Год, обучение год. В течение года имеется возможность работать более чем со 100 видами материалов. Работают они на разном оборудовании. В совершенстве изучают дизайн, рисование, компьютерное моделирование. После 2 месяцев обучения выстраиваются в конвейер, то есть зависят друг от друга. Обязательное условие успеха – изделие должно быть продано. Ничего даже на практических занятиях, ничего просто так не должно производиться, а потом куда-то деваться. Все должно быть оценено. Вывод. Расширяется состав людей и профессиональных образовательных учреждений, которые трансформируют и распространяют свой опыт. Какой прогноз дают по индустрии будущего и по прикладным моделям? Объем социально-государственных обязательств будет снижаться до полного их исчезновения. Государственного задания в будущем не будет. Новая индустрия разломает квалификационную структуру. Возможно, что колледжи уступят корпоративам, что для нас очень плохо, если не достигнут в массе показателей ВСР. Опасайтесь предприятий, они могут занять вашу нишу. Но мы можем сильно рвануть вперед, если местом сборки будет голова нашего студента. То есть оптимистическая нотка. Мы заканчиваем. Я, не буду, наверное, сегодня рассказывать. Были круглые столы и панельные дискуссии по региональному стандарту кадрово-промышленного роста. Были панельные дискуссии по развитию чемпионатов СССР. По демонстрационному экзамену. Но практически это то, что сейчас уже вошло в нашу жизнь, чем мы занимаемся постоянно, и требования у нас совпадают. Спасибо за внимание. Да. Вопросы, наверное, задавать не будем. Трансляция того, что услышали. Так, и сразу по программе, пожалуйста, Намский техникум, Рустам Михайлович. Нет. С места будет? Давай. Место. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы в декабре месяце или в ноябре месяце прошел конкурсный отбор на дополнительное профессиональное подготовки управленческих кадров профессионально-образовательных организаций Государственного института новых форм обучения города Москвы. И замчин нашего образовательного учреждения Василия Марьяны Семеновны вошли в эту программу. Наша программа называлась «Школа лидеров СПО. Целевое обучение». С Якутии у нас по целевому обучению участвовало 2 образовательных учреждения, то есть 2 команды было. Это
Намский техникум и Якутский финансово-экономический колледж. Так, у нас обучение проходило 4 месяца, то есть 4 сессии. Между сессиями, сессии все должны быть очными, да, а между сессиями проходили там аттестационные там, ну, аттестации, разные тесты, экзаменационные там вопросы, ну, как бы задания давали домашние, да, и все это время отрадно отметить, что мы получили, вот, обучаясь к этому проекту, очень многое. И в конце обучения в апреле месяце мы каждая группа определяла, ну, как бы защищала свой проект. Ну, выпускной проект называется, да? Все наши группы разделили на команды. То есть в нашей группе, да, у нас смешанная группа называлась смешанная группа, то есть группы разделяли по интересам, ну, как бы по специальностям, да, которые готовят образовательные учреждения, то есть техника, там, педагогика, и мы попали в группу смешанные. То есть у нас мы обучаем как бы многопрофилированные образовательные учреждения, поэтому у нас, да. У нас в нашей группе было 6 команд, они представляли Подмосковье, было, Тамбовская область, так, Ставропольский край, так, Якутия были, да, этот, Свердловск, и, как и Ульяновская, Саратовская область, да? Мурманск еще был. Вот так. Так, и по проекту. Так, мне очень понравилось, хочу сказать нашему министерству, нашему отделу среднего профобразования и Институту развития, да, профобразования, то, что у них очень хорошо слаженно, оказывается, вот проекты мы пишем, да, вот у нас тоже же в Якутии проходят вот как бы конкурсные проектные там эти проектов, конкурсы, да, инновационных проектов, и мы пишем как бы как хотим, да, вот, проекты по любой форме. Они дают нам, вот в Генфо дают определенную форму. Именно по той форме должна быть конструирован проект, да, инновационный проект. Поэтому, наверное, вот кто судит, вот, выбирает, вот, да, наилучшие вот проекты, им будет, наверное, легче, да, смотреть и вот как бы судить. Ну, читаемо, можно сказать, удобно очень. И вот по этому проекту. Так, наш проект называется «Организация взаимодействия бюджетно-профессионально-образовательного учреждения «Намский техникум» с работодателями для реализации целевого обучения через создание многофункционального учебно-производственного центра «Профессионал». У нас модератором была Журина Лидия Александровна. Она является кандидатом экономических наук, да, и очень много она проводит вот такие вот курсы для бизнесменов, разных проектных. Ну, в общем, ее специализация в проектное управление. И вот наш проект, когда мы приехали, если честно сказать, был очень сырым, как бы, да, но вот благодаря нашему модератору и вот всей группе нашей очень много раз мы пересматривали проект, да, все очень серьезно смотрели, обсуждали, и вот несколько раз названия меняли, цели менялись, да, графики, вот планы работ нашего проекта, все менялось. По защите у нас тоже как-то
было устроено очень строго, то есть дают только на защиту 3 презентации. Вот на 3 презентации все основные моменты проекта все должны были быть включены. Но эта задача была очень сложной, и выступление только 5 минут, да? А на трение идут уже 5-10 минут. Так, цель нашего проекта заключается в росте трудоустройства выпускников. Наше образовательное учреждение на 50%, то есть к 2020 году на основе заключения договоров целевого обучения. В нашем техникуме в данное время обучается 277 студентов по 4 профессиям. Это повар-кондитер, сварщик, автомеханик, мастер общестроительных работ. В техникуме около 100 работников, 40 человек предсостава. Техникум имеет богатую историю, достаточный опыт профессиональной подготовки кадров. Но проблема трудоустройства остается одной из актуальных на сегодняшний день. Причин этой проблемы достаточно много. Во-первых, это низкий интерес работодателей к нашим выпускникам, то есть недостаточная материально-техническая оснащенность, недостаточный или несоответствующий уровень подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения. Также одной из проблем, ведущих к низкому уровню трудоустройства, является отсутствие договоров о целевом обучении. Вышеназванные проблемы в совокупности привели к необходимости данного проекта. Проект относится к долгосрочным и по времени охватывает 2 календарных года. Идея проекта заключается в привлечении работодателей к учебно-производственному процессу, результатом чего будет заключение договоров целевого обучения. Для этого мы решили предложить работодателям свою базу в виде многофункционального учебно-производственного центра, где студенты, в том числе и целевики, будут проходить учебную и производственную практику, стажироваться, набираться опыта и готовиться к профессиональной деятельности на предприятиях работодателей. Учебная и производственная практика будет проходить в учебном кафе, автомастерской и сварочной мастерской центра, где работодатели могут одновременно вести свою предпринимательскую деятельность. Таким образом, работодатель становится не только заказчиком продукта выпускника, но может активно включить ее в профессиональное становление. Вся структура проекта состоит из 4 больших направлений работы. Первое – это создание совместных работодательных планов и программ подготовки квалифицированных кадров. Второе – это реконструкция материально-технической базы учебного производственного центра в соответствии с потребностями работодателей. Третье – это организация учебно-производственного процесса на базе центра совместно с работодателями. И четвертое – это повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, стажировок. Так, каждое из направлений работы включает в себя перечень работ под программу. Результаты проекта отображены на слайде. Самым главным показателем являются первые 2 пункта. Это повышение трудоустройства выпускников образовательного учреждения на 80% на 200 тысяч человек, увеличение численности студентов, обучающихся по целевому договору на 50%, то есть на 139 человек. Далее к результатам проекта мы можем отнести совершенствование учебных программ по пожеланию работодателей, улучшение качества и условий профессиональной деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения образовательного учреждения, улучшение материально-технической базы, учебного оборудования, профессионального учебного заведения и достижение качественного практика-ориентированного обучения. Вот так мы защитили наш проект. А сам проект вы можете увидеть и скачать на сайте Намского техникума. У меня вкратце так. Вопросы, пожелания, замечания? Нет такой вопрос. Это будет реализовано в жизни, либо это останется проектом? Но это мы написали, у нас этот проект есть, да, но должен реализовываться. Проект многофункционального центра
у нас разработан еще в 2015 году. И вот мы планируем вот этот проект воплотить в жизнь. Именно вот по защите, да, при защите комиссия требовала, как бы, да, и спрашивала, что каждый проект должен реализовываться вот в жизнь. Именно вот так бы. И очень ключевым, основными вопросами вот, экзаменаторов, да, ну, которые комиссии, были на каком этапе вот, идет как бы реализация вот этого проекта. У нас сейчас заключены более 10 договоров о целевом обучении. Более 16, кажется, было, да? 16, 17. Пока есть договора о целевом обучении именно вот, по предприятиям Нарвского района. Как бы. А дальше пока вот, как бы, работы не ведутся. Но в будущем мы планируем вот, включить, воплотить в жизнь вот наш проект. Можно еще вопрос? Бюджет проекта был же, да? Слайд. Да. А как федеральное финансирование, как вы учитывали, или это уже выделенная сумма? Так, федеральной выделенной суммы там нету, да, как бы, но в бюджете проекта вот, как бы смотрела вся команда, вся комиссия, да, и как бы по общему решению было вот, как бы подсчитано именно. Это нереально выделенные деньги, а просто посчитанные потребность, посчитанная команда проектная. Вот так вот. Александр Николаевич, у меня вопрос. Вы вот перечислили, да, по каким профессиям у вас ведется подготовка? Это сварщик, механик, повар, мастер строительных работ, то есть это все массовые профессии, да? И в рамках вот этого проекта вы озвучили, что у вас создается учебно-производственная база, которую вы предлагаете совместно использовать с работодателями, и там конкретно по профессии повара. Да? Да. То есть у вас идет реализация по этому проекту, вернее, реализация проекта в рамках программы подготовки по поваров или всех, потому что у вас индикаторы, я смотрю, у вас озвучены в целом по всему учреждению. То есть вы будете, допустим, работать совместно по подготовке поваров, и это таким образом повлияет у вас на повышение трудоустройства тех же сварщиков, автомехаников. У нас, я понял вопрос, да, но у нас проект охватывает все наши специальности, не только вот поваров, да, то есть автомехаников, сварщиков, мастеров строительных работ, не только. Ага. И тогда вот механизмом действия привлечения работодателя это вы в аренду предлагаете, я так поняла, материальную сертификацию. Тогда по поварам понятно, а по сварщикам, по автомеханикам, по другой профессии, как у вас как бы можно сказать, уже, да, благодаря, наверное, нашему министерству, да, благодаря коллективу, вот именно по проектам, да, мы участвуем очень много. У нас сейчас функционирует автомастерская, где мы тоже уже зарабатываем деньги, да. Сейчас готовим покрасочный цех, да. Увеличили вот по этому, благодаря вот программе «Учить работать в Якутии», да, и по работе кластера нашего индустрии питания мы его увеличиваем, уже перенесли в кондитерскую, другой цех, да, увеличили объем выпускаемой продукции хлебобулочных изделий. Так, и сварочная мастерская тоже мы расширились, да. Как бы у нас сейчас вся производственная база находится в одном здании. Мы реально имеем возможность предоставить какие-нибудь квадраты вот именно работодателям, да, чтобы они как бы могли с нами как-нибудь взаимодействовать. И расчет у вас тогда в проекте
представить Да. по всем 4 профессиям. Да, тем, что- Еще вопросы? Я считаю, что проект довольно хороший, и его необходимо распространить. Особенно, наверное, он актуален для таких негородских, многопрофильных образовательных, профессиональных образовательных организаций, которые у нас в центрах, в районных центрах расположены, в вузах расположены. Для них, я думаю, это было бы актуально. У них у всех практически сходные профессии. Это повара, сварщики, автомеханики, водители. Вот такой набор почти сходный, да? Уточняющее я задам еще раз. И какой, вот, вы сказали, я, к сожалению, не вижу, там федеральное софинансирование у вас стоит, да? А какой процент вот, софинансирования со стороны работодателей у вас там указан? Потому что привлечение работодателей к проекту, выраженное, так сказать, в объемах софинансирования. И у нас в объемах софинансирования у нас, сейчас скажу, Больше половины, меньше половины? нет, меньше половины. И как меньше? Так. Ну, где-то в отношении 50 на 30%. Ну, где-то так, там, где-то на 30%. Тут, 30. Все, да? Спасибо большое, Руслан Михайлович. Так, и следующий проект, это проект Жатайского техникума. Алена Анатольевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Наше образовательное учреждение, так же как и Намский техникум, и все другие, предоставили заявку, пакет документов и прошли конкурс на участие в школе лидеров СПО. Причем наше образовательное учреждение, так уж получилось, прошли конкурс по 2 направлениям: по целевому обучению и как база образовательного учреждения. И перед нами стоял выбор все-таки по какой программе идти. И мы пошли по программе целевое кадровое обеспечение как базовое учреждение. В связи с тем, что в этом году мы стали базовой образовательной организацией, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, ну, поэтому вот этим выбор был и обусловлен. По нашей линии, по нашей программе участвовало более 100 регионов. От каждого региона, от каждого учебного заведения была команда по 2 человека. Участие также очное. Обучение у нас делилось на 4 этапа. И между этими этапами у нас были также задания, домашние задания, скажем так, которые мы должны были выполнять, своевременно загружать на сайт Кинфо, отрабатывать уже по проектам, которые уже предварительно уже темы нам предоставили. Вообще обучение и по этой программе было, формат обучения был очень интересный. Мы не сидели на лекциях. Да, лекции были, но это было очень мало. Ну, по каждому, наверное, этапу, но 1-2 лекции только. Все остальное была работа групповая. Все команды делились также на разные рабочие столы. И вот все 4 этапа, которые мы проходили, мы работали за каждым своим рабочим столом. Да? Было 10 команд у нас всего в общем, если взять разбито. И каждая команда из этих обобщенная, да, работали на определенной теме. В связи с тем, что мы стали базой образовательной организации, и на основании государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» до 2020 года в нашей республике у нас тема определилась, выбор темы лег вот на такую. Это разработка механизма кадрового обеспечения регионального инклюзивного профессионального образования на базе Жатайского техникума. Актуальность темы обусловлена тем, что в нашей республике
идет по состоянию на 1 января общая численность инвалидов составила 58 102 человека, в том числе детей-инвалидов 6 283. Мы видим, идет рост на 3,8% по сравнению с 2016 годом. И в связи с этим необходимо обеспечить их обучение, а для этого необходимы профессиональные кадры в области инклюзивного образования. Поэтому цель нашего проекта к 2020 году обеспечить кадрами 100% готовых к работе в системе инклюзивного образования. Для достижения данной цели разработан был план, укрупненный план, который включает в себя определенные этапы и контрольные точки. Это первоначально был проведен аудит кадров, проведен анализ структуры персонала, оценка квалификационного уровня, анализ текучести кадров, определение мотивации педагогических работников, социально-психологического климата в коллективе. Также следующий этап – это формирование кадрового потенциала. Был определен необходимый структура по инклюзивному образованию. Следующий этап включает в себя, это нормативно-правовое информационное обеспечение проекта, методическое обеспечение и, конечно же, маркетинг. Причем главные условия при защите, когда мы защищались, стояли вопросы, что сделано на данный этап. Поэтому наши проекты, они уже реализуются, потому что по всем группам, которые там были, разные темы, конечно, были, проекты начали уже реализовываться. Это главное условие было при защите данных проектов. В нашем образовательном учреждении проведен уже аудит кадрового потенциала, создан план подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров. Утверждено новое штатное расписание, создано структурное подразделение отделения инклюзивного образования. Также был проведен расширенный педагогический совет с приглашением представителей городского округа Жатай, директоров средних образовательных школ, представителей заинтересованных сторон, также Якутская региональная организация Всероссийского общества инвалидов, общество слепых, с Министерства труда были депутаты, на котором мы озвучили наш проект и поставлены цели и задачи перед заинтересованными сторонами проекта. Также был выпущен уже видеоролик, прошел конкурс и утвержден логотип. Конкурс мы объявили среди студенческого совета, и мы разработали, сейчас уже будем уже создавать свой логотип, выпускать, вернее, оформлять наш логотип нашего образовательного учреждения и проекта. Ключевым моментом нашего проекта, конечно, это создание модели кадрового обеспечения через отделение инклюзивного образования, которые как элемент региональной сети непрерывного профессионального образования инвалидов и лиц ОВЗ способна быстро и гибко реагировать на запросы предприятий. Этот проект у нас начальный. Впоследствии на базе отделения инклюзивного образования планируется создание регионального центра профессиональной компетенции по инклюзивному образованию, которое будет работать через это отделение и по сетевой форме. Что нам это даст? Конечно же, повышается при функционировании нашей модели, повышается статус лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, социализация их в обществе. Общество будет менять свои позиции в отношении таких людей, способствуя их развитию толерантного равенства. Повысится качество образования, расширится перечень профессиональных профессий и специальностей для таких людей, увеличится возможность их трудоустройства, обеспечивается поддержка региональной системы инклюзивного профессионального образования. Если это вкратце, вы заметили, наверное, тоже я хотела обратить внимание, что хотя у нас разные были направления,
целевое обучение у одной, да, коллег наших, вот, которые ездили, у нас кадровое обеспечение, формы проекты, структура проектов у нас, в общем-то, у всех одинакова. Я тоже хотела бы отметить, что нас научили правильно составлять и делать вот такие проекты. Это очень значимо, потому что здесь отмечены все вехи, контрольные точки, даже есть матрица распределения ответственности, да, кто за что отвечает, когда кто кому передает какую информацию, кто согласует, кто утверждает. В общем-то, если взять этот проект, можно открыть его по датам, посмотреть и начинать работать. То есть он уже у нас работает. Ну, если коротко, то вот такой у нас был проект. Причем особенность, да, по нашему направлению кадровое обеспечение были учебные заведения с регионов, которые работают уже не первый год как базовое образовательное учреждение, поэтому у них проекты были немножко вперед шли. Мы только-только стали базовой образовательной организацией, поэтому наша тематика была такая. Благодаря нашему проекту могут другие регионы его применять, взять и создавать на своей базе, у кого нет баз, создавать базовое образовательное учреждение по инклюзивному образованию. Спасибо. Очень интересный проект. Вообще инклюзивное направление это на федеральном уровне очень серьезно имеет поддержку. Вот напоминаю, что у нас на сегодняшний день 3 базовых учреждения. Это Нелинги, так, Южный Прикаже, да, Южно-Якутский, колледж связи и энергетики и Жатайский техникум. Вот. У меня вот такой вопрос. У вас вот количество инвалидов из года в год будет вот, набор увеличиваться. Да. Сейчас потребность, значит, есть, мы просто из-за своей невозможности не покрываем это, да? Или как это планируется? Сейчас 29, через 4 года будет 100 их человек. Вообще потребность есть, да? Ну, потребности есть. Я уже сказала, что в нашей республике увеличивается количество инвалидов и лиц ОВЗ. И причем увеличивается еще и детей. Им надо где-то обучаться, поэтому для них нужно создавать вот такое инклюзивное образование, базу. Конечно, потребность растет с каждым годом, к сожалению. Хотелось бы, чтобы этого не было, чтобы у нас таких людей было как можно меньше, чтобы все были здоровыми, но вот так получается. У нас в республике потребность растет. И хотела сказать, вот особенность, да, вот вы затронули, единственный регион, мы, Республика Саха-Якутия, где есть 3 базовых учреждения по инклюзивному образованию. Поэтому сейчас уже мы отрабатываем с нашими образовательными учреждениями, да, с Южно-Якутским, с колледжем связи и энергетики по распределению территориальному, закреплению вот этих учебных заведений, вообще территорий, которые мы будем обучать. И там был такой вопрос, когда мы защищали, да, почему у вас 3? Зачем? Ну, то, что у нас такая территория Республики Саха-Якутия, и нет такой шаговой доступности, и логистика транспортная очень сложная, чтобы охватить всю полностью республики, поэтому у нас создано 3 базовых учреждения. Спасибо. Еще вопросы, предложения, замечания? У меня такой вопрос. В принципе, вы озвучили вот сейчас тоже показали про это. Всего 6 тысяч детей-инвалидов, да? А у вас этот анализ был более детальный, сколько из них выпускников 9 классов и 11 классов, то есть наших потенциальных абитуриентов, которые в нашу систему подойдут, и анализ по нозологии, чтобы, так сказать, наших преподавателей готовить конкретно уже тех, которые детям подойдут, и количественные, и качественные. Частично мы, конечно, сделали такой анализ, но не до конца. Сейчас мы это делаем для того, чтобы вот уже разрабатывать какие-то программы по инклюзивному образованию, по нозологии. Мы брали все вот эти данные, да, с сайта Министерства труда и социального развития по итогам у них годовой отчет, там все эти данные были. И, к сожалению, там по нозологии не было разбито. Физически времени просто у нас не хватило, но сейчас мы эту работу ведем для дальнейшей работы. И второй вопрос. Лицензия у вас имеется на реализацию дополнительной
программ дополнительного профессионального образования, потому что вы же будете повышать квалификации наших преподавателей, которые, значит, то есть у вас должна быть лицензия. Лицензия у нас по дополнительному профессиональное образование есть, поэтому мы уже начинаем работать. Спасибо. Вопросов нет? Да. Ну, и было запланировано всего у нас выслушать 5 проектов. 2, к сожалению, сегодня не могут. Это колледж связи энергетики и Северо-Восточный федеральный университет. Так что крайний, наверное, сегодня проект — это хозяева этого учреждения, финансово-экономический колледж. Мария Юрьевна, пожалуйста. Здесь сказать можно пару слов? Да. Коллеги, огромное спасибо, что все здесь мы собрались. Погода у нас в аудитории бодрячком. Поэтому бодрячком, видимо, и завершит наш коуч-сет. Спасибо большое. Во-первых, хочется выразить огромную благодарность министерству нашему за то, что предоставили возможность принять участие в столь масштабном мероприятии. Именно масштабном, я имею в виду в плане географии. Там в Генфо было представлено были представлены буквально все субъекты Российской Федерации. Было порядка 100 человек и 50 команд. Наша команда называлась номер 10, команда называлась финансовые, были аграрные команды, были технические команды, были промышленные команды. И каждая команда представляла, в принципе, имела свои определенные цели, позывы быть вот именно в этой команде. И что каждая команда должна делать в общей большой команде, они, конечно, решали самостоятельно. В нашей команде номер 10 были представители Оренбурга, Омска, Уфы, Рыбинской, Ярославской области, и мы, Республика Саха-Якутия. Да? Команда, еще раз напоминаю, называлась «Финансовая». Конечно, коллег полностью поддерживаю. Программа была очень масштабная, было 4 масштабных модуля, работы было очень много, и причем было очень много таких новых материалов, которые, конечно, каждый из нас будет применять обязательно в нашей образовательной, вообще в повседневной деятельности. Среди жюри, среди экспертов присутствовали Черноскутова Инна Анатольевна, Картошкин Сергей Александрович, руководителем проекта был Висманов Сергей Викторович и Леся Николаевна Мельникова. Да? В нашей команде каждая команда, вот Уфа, Омск, Ярославль, мы задали определенные целевые критерии. Допустим, среди целевых критериев в нашей команде были как трудоустройство студентов, консультирование, сотрудничество с работодателями, формирование навыков hard skills, future skills, soft skills, да, digital skills и далее skills. Да? До формирования дошли вплоть до такого, что в будущем, вот команда Оренбург еще был, они вообще планируют создать ассоциацию работодателей именно по целевому обучению. Кто-то создает нормативную базу, да, с тем, чтобы эту нормативную базу потом продвинуть на уровне законодательной власти. Да. Конечно, обсуждали такие моменты, чего не хватает целевому обучению сегодня. Но надо сказать еще, что эта программа преследовала 2 цели, 2 крупные цели. Во-первых, это проектное управление, да, это как оболочка всей программы. И ядром этой программы вот у каждого свое, у кого-то кадровое обеспечение, а у нас вот в плане целевого обеспечения. Да. И тут хотелось бы слово предоставить Марине Юрьевне с тем, чтобы она озвучила результаты нашего проекта. Спасибо. Добрый день. Большое спасибо за вступительные слова. Ну, хотелось бы тоже сказать, что мы как команда преследовали 2 цели, да, то есть освоить методику проектного управления, потому как по большому счету результатом этого обучения, я думаю, будет то, что мы научились, да, ну, по крайней мере, попробовали научиться вот именно управлению, проектному управлению. Но что касается нашего проекта, значит, наша тема реализация целевого обучения в государственном бюджете профессионального образовательного учреждения Республики Саха-Якутия, финансово-экономический колледж имени Ивана Ивановича Фадеева, с учетом потребностей рынка труда Арктической зоны Республики Саха-Якутия. Нужно сказать, что сейчас в арктической зоне республики получают развитие специальности, адекватные ее специализации.
Это по морской геологии, по нефтегазовому бизнесу, туризму. Работает в Арктике достаточно большое количество проектов. Ну и также эта зона испытывает потребности и в кадрах финансового сектора, да, потому как там находятся крупнейшие работодатели и заказчики, которые осуществляют проекты по освоению Арктики, включают в себя 20 организаций реального сектора экономики. То, что послужило посылом. Проведенный маркетинговый анализ выявил проблемы, которые показывают о том, что значит, выявился дефицит, да, кадров именно специалистов с финансовым образованием, проблемы транспортной доступности, территориальной удаленности, да, региона. И в связи с тем, какие проблемы были выявлены, также были определены и возможности нашего колледжа по предложению по устранению данных проблем, да, так скажем. В связи с этим целью проекта было определено подготовка 10 специалистов до 2023 года по специальности финансы для администрации муниципальных образований Арктической зоны Республики Саха-Якутия по договорам целевого обучения. Количественным показателем данной цели является количество заключенных договоров о целевом обучении. Заинтересованными сторонами проекта являются органы исполнительной государственной власти, администрации муниципальных образований и муниципальных районов, потребители образовательных услуг и, конечно, профессиональная образовательная организация. Каждая из этих сторон, в общем-то, имеет свой интерес. Далее была проведена работа по определению структуры проектных работ, укрупненного плана графика проекта, календарного плана графика проекта. И здесь вы на слайде видите основные вехи проекта, которые заложены. Значит, первый – это, значит, формирование нормативно-правовой базы проекта. В данном направлении уже сформирована команда, сформированы локальные нормативные акты внутренние. По сути, в марте месяце уже эта работа проведена. На сегодняшний день проводится работа по взаимодействию с работодателями, проводится анкетный опрос работодателей. Ну, помимо этого еще проводится опрос наших выпускников, в будущем, возможно, потенциальных также работодателей, да, с целью как раз-таки налаживания взаимодействия в сфере целевого обучения. Далее предстоит работа нам по дальнейшей работе с работодателями в части выявления тех компетенций, которые требуются рынку труда. Ну, выражаться это будет в разработке и согласовании образовательных программ. То есть в данном контексте работодатель должен принимать активное, хотелось бы, чтобы он принимал активное участие именно в формировании образовательных программ и в обозначении тех компетенций, которые ему необходимы. Далее у нас до июня 2019 года будет проведен отбор или прием на обучение уже по договорам целевого обучения. Ну и для того, чтобы нам достичь конечной цели, то есть подготовить конкурентоспособного специалиста, нам необходимо будет провести, конечно же, подготовку кадров, то есть повышение квалификации, либо переподготовка, стажировка, да. И для того, чтобы нам, так скажем, сократить транспортную удаленность, мы планируем внедрить технологии дистанционного обучения в нашем колледже. Ну, опять же, для этого тоже нужно подготовить базу. И мы представляем нашу модель организации выполнения проекта вот в такой схеме. Данную модель мы предлагаем, да, в общем-то, готовы поделиться
опытом, материалами. Считаем, что данную модель можно переложить на любое направление деятельности образовательной организации. И, в общем-то, готовы поделиться опытом и материалами. Ну, тут вкратце так. Спасибо. Модель. На модель. На модель обратно, пожалуйста. И сегодня мы проводим анкетирование. Вот именно в чем особенность нашей модели, что мы анкетирование проводим участников образовательных отношений. Во-первых, это работодатели, а во-вторых, это выпускников. Понимаете, и собираем, вот компилируем ту информацию, которая впоследствии выйдет на те профессиональные компетенции, которые впоследствии лягут в вариативную часть вот нашей образовательной программы. В частности, в этом учебном году, вернее, со следующего учебного года, вот исследуя вот эти, проведя исследования, обработав вот эти результаты анкетирования, мы пришли к выводу, что сегодня студентов не хватает, выпускнику не хватает организации государственных закупок. Мы включили вариативную часть. Не хватает основ проектного управления, включили вариативную часть. Ну, еще вот ряд таких дисциплин. И вот этот проект мы будем реализовать в течение 5 лет, и каждый год это будет новая компетенция. И по итогу реализации всего этого проекта у нас будет выпускник уже с набором новых future skills. Что-то вроде такого. А конкретно у вас по какой специальности? Ну, мы как бы предлагаем это по специальности финансы, но здесь можно положить на любую специальность. Почему у нас началось со специальности финансы, продолжу Марина Юрьевна, да? Мы разговаривали с Минтруда и с Минфином и пришли к такому выводу все вместе, что на сегодня вот именно в арктической зоне республики ощущается дефицит именно финансистов, специалистов с финансовым образованием. И на сегодня у нас имеется 2 заявки. Это Алайковский, это еще Алайковский, еще один Усьянский УЛУС, и с ними сейчас ведется вот это, переговоры ведутся и оказывается консультативная помощь. Все материалы мы туда выслали, правила целевого обучения, договор взаимодействия и сотрудничества, договор, типовой договор о целевом обучении. И сейчас идет вот как раз таки процесс обсуждения. А как это у вас вяжется потом с целевым, что нет понятия целевого приема в системе среднего профобразования? Вот вы отрабатываете, допустим, с муниципалами, да? Набираете на группу, вы говорите, что к 2020 году у вас будет отбор абитуриентов, то есть, в принципе, на эту программу уже может оказаться, что пройдут не те, которые хотели бы муниципалы видеть, правильно? Они же хотят своих, не те, кого. А если это программа СПО, это общедоступность, это могут пройти любой, не те, которые с того муниципалитета, которые вам хотят заказывать. В таком случае. Тут смотрите, мы еще предусмотрели в программе 2 пути. Это может быть за счет, допустим, бюджета муниципальных образований, да, пойти. И второй за счет того, что договор целевого обучения будет заключаться еще до приема абитуриента на обучение. Это невозможно, потому что если это программа СКО, такого делать нельзя. Нету целевого приема. Нет, обучение, целевой прием нет. Нет, ну а как вы договор будете заключать до приема? Нет, дело в том, что договор может заключаться до приема. Мы тоже разговаривали, и с Инной Анатольевной разговаривали, и с нашим модератором разговаривали. Он может заключаться, но в договоре нужно прописать, если он не поступает, тогда этот договор является недействительным. Этот договор начинает работать с того момента, когда абитуриент уже поступает на обучение. А почему нельзя делать, допустим, договор не на конкретного студента, да? Любой студент, который к вам поступил, потом он может пойти работать на тот муниципалитет, на территории которого, да, заключив уже договор на целевое обучение. Я поняла. То есть заранее не привязывать договор на конкретного человека. Я поняла. Вот этот договор целевого обучения, он может заключаться до момента поступления этого студента, например, в колледж, да, во время его обучения, ну и на выходе из этого учебного заведения. Да, там нету конкретно, да, вот именно срока заключения договора. И второй момент, я так представляю, что вот у вас же речь идет о том, что
у работающих специалистов нет тех компетенций, необходимых по финансовой грамотности. То есть у вас речь идет в основном о программах дополнительного профессионального образования. Поэтому вот эта модель бы очень хорошо бы легла уже на реализацию программ ДПО, и в рамках него уже можно речь вести о целевом приеме. Да, мы вот как раз включили в этой модели депозит. Да. И другой момент, да, если это касается программы СПО, то по программам финансов и по программам экономика и бухгалтерский учет вышли новые федеральные государственные образовательные стандарты, по результатам которого обязательный демоэкзамен. Вот. И этот демоэкзамен вот в эту модель обязательно где-то нужно включить, чтобы работодатель про это знал и заранее, значит, целевое обучение велось уже с нацелом на проведение демоэкзамена. Да, совершенно согласна. Еще вопросы, пожелания, предложения? В целом мы поняли, что курсы прошли очень плодотворно. Наверное, рекомендуете, да, посещать курсы ГИНКО. И, наверное, только вы сами знаете, чего это стоило, поехать туда обучиться, особенно в такое непростое для нас время. И в этом плане, вот мы, у кого авиабилеты дорогие по сравнению с СПО, которые расположены в центральных регионах России, мы очень серьезно проигрываем. Это по многим, особенно по обучению, куда надо выезжать, и по 5000 мастеров там сразу видно, что ближайшие регионы, там они практически всех своих преподавателей и мастеров через эту программу пропустили, там сотнями едут они уже пачками, если не тысячами с одного региона, да, а у нас только вот пару десятков наберется, и то большой плюс получается, да. Так что еще раз поздравляю всех, кто закончил эти курсы с этой значимой победой. Всем нам желаю дальнейшего плодотворной деятельности. Видим, что будущее будет у нас еще больше меняться. Так что с наступающими праздниками. Спасибо. И благодарю за активность. И позвольте спросить у авторов проектов, могу я это выложить на общий доступ на сайте своем, чтобы каждый желающий мог скачать? Хорошо, договорились? Ага, спасибо большое.